Пассажирский самолет «Бройлер 747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизней пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл в сериале «Крутое пике». 2025 год. В Якутии приняли поправки в Конституцию против воли народа. Грядут массовые сокращения в школах и детских садах Арктики, регулярные перебои с авиаперелетами и доставкой грузов, многомиллиардные долги за ЖКХ, бензин и продукты дорожают, уровень бедности растет и почти 2000 погибших на бессмысленной войне. Но на этом снимке совсем другая Якутия. Это клан Николаевых, люди, которых не коснулась ни война, ни бедность, ни другие беды. На фотографии стоят брат Айсена Александр Егоров, генеральный директор Якутдорстроя, сестра Аяна Николаева, на которую оформляли недвижимость, полученную коррупционным путем, отчим и мать Айсена, а вот и сам Айсен Николаев, а за ним стоит второй брат Андрей Егоров, который тоже помогал осваивать бюджет. Андрей был учредителем нескольких компаний: ООО «Дендария» – организация отдыха и развлечений, существовавшая до 2025 года, ООО «Улу-Тонг» – разработка в области науки и техники, ООО «Бим-Норманд» – инженерные изыскания и проектирование, получавший госконтракты. Параллельно с бизнесами он совместно с братом Александром управлял киберспортивной организацией «База номер 1-72». Меня зовут Егоров Андрей Александрович, я один из учредителей киберспортивной организации «База номер 1». Одним из его цифровых проектов стала платформа One Click Якутск, где он отвечал за продвижение проекта. Помимо участия в управлении, он также выступал системным администратором этой платформы. Проект One Click Якутск появился в 2013 году, когда Айсен Николаев занимал должность мэра Якутска. С самого начала платформа позиционировалась как инновационный инструмент открытой власти. С самого запуска в проект начали вливаться бюджетные деньги. За годы работы проекта на техническую поддержку и сопровождение платформы было направлено десятки миллионов рублей. Только за первую половину 2021 года на эти цели ушло 7,2 миллионов рублей. А ранее, в предыдущие периоды работы платформы, на аналогичные услуги тратилось до 18 миллионов рублей. Дополнительно, заказ на социологические исследования в ЦИОМ для изучения настроений якутян обошелся в более 13 миллионов рублей. А работы по сопровождению платформы через ОНО «Индустрия будущего», где участвовал брат Айсена Андрей Егоров, также обходились в миллионы. В августе 2021 года был закрыт городской портал One Click Якутск, который так и не оправдал ожиданий горожан, однако республиканский портал One Click Якутия продолжает работать через цифрового помощника. Сейчас платформа не решает проблемы жителей, а все функции проекта фактически переданы в ЦУР. Платформа так и не завоевала доверие населения и воспринимается как провальный и бессмысленный проект, на который вбухали десятки миллионов рублей и который не принес никакой реальной пользы гражданам.